практически завершается прием документов. На этих датах мы с вами сейчас очень коротко остановимся. Но сегодня мы вам хотим ознакомить основными моментами, что нужно делать, чтобы зачислиться в ВУЗ. То есть какие действия надо вам производить, кто такой рейтинг, что такое согласие на зачисление и как подавать данные заявления о согласии на зачисление. Ну, свое выступление я буду сопровождать презентацией, надеюсь, эта презентация будет все понятно, и на сайте эта презентация дальше будет размещена, чтобы вы самостоятельно также могли все это посмотреть и проконтролировать. Но сегодня, конечно же, пойдет речь о зачислении по программам высшего профессионального образования. Включите, пожалуйста, презентацию.
Ну, значит, это информация для вуза, а для колледжа информация. 125 прием документов. Вот, по колледжу я вам тоже могу информацию просто вот сейчас объявить, так видно. До 25 августа задержается прием документов, если вы поступаете по среднему баллу аттестата. Если же вы сдаете вузовский экзамен, то у нас получается 15 августа. Так, дальше вопрос. Если мы дали соглашение по квоте, можно ли тогда согласиться на зачисление на общих основаниях? Факультет тоже. Уважаемая Наталья Голубева, как вы посмотрели по срокам зачисления? Зачисления по квоте будут раньше. Если же вы не поступили на почте, у вас будет возможность подачи заявления о согласии на первом или на втором этапе. Но если не попадешь на бюджет, будете предлагать коммерцию, будут предлагать коммерцию в том случае, если вы подавали документы на коммерческой основе или на платное обучение. Если вы его еще не подавали, у вас еще есть время подавать данное заявление. Дату я вам озвучил, до какого числа, до 29 получается, да? Единственное, вам надо будет подавать, когда будете подавать документы, вам надо будет создать новый личный кабинет, то есть новую почту. Значит, при поступлении на бакалавриат по профилю среднего профессионального образования будет ли сокращенные сроки обучения? Ситуация здесь такая. Значит, по образовательным стандартам во время поступления мы вас принимаем как бы на 5 лет, но уже когда вы начнете учебу, буквально в сентябре месяце, вы пишете заявление о возможности засчитать те предметы, которые вы изучили в колледже, и которые совпадают по учебной программе. Мы это не первый год практикуем. По сути, я вам даже могу сказать, сроки сократят до 3 лет и 6 месяцев. Просто поймите, по закону мы вас на 2-й, на 3-й курс не имеем права принимать. Мы вас всех принимаем, не только мы, а все вузы принимаем на 1-й курс, но по вашему заявлению это сроки обучения возможно сокращение. То есть от перемены мест, как говорится, сумма не меняется. Еще раз, значит, нужно ли приезжать в университет, чтобы отдать оригиналы документов? А оригиналы влияют ли на зачисление? Значит, во время зачисления никак не влияет тот фактор, если у вас оригинала в ВУЗе или нет. Главное будет влиять фактор, если у вас заявление о согласии на зачисление. Вот. Потому что, я еще раз повторяюсь, вот именно заявление о согласии на зачисление вы подписываете, сами ставили галочку, что обязуетесь предоставить оригиналы документов в течение 1-го года обучения. То есть в течение 1-го обучения вы также будете именно предоставлять оригиналы. На момент заключения она не влияет. Точно так же медицинскую справку. На момент подачи документов и на момент зачисления она не нужна. Она нужно будет предоставить в течение 1-го года обучения. Дальше. Так, можно не бегать. Значит, сроки заселения, какие будут в общежитии, будет ли обучение в этом году дистанционным или же вернемся к традиционному обучению? Значит, отвечая на вопрос, с приказом о зачислении, даже с первым приказом о зачислении, график зачисления в общежитии, где это будет произойдет, как оплату производит, все подробно, традиционно, как каждый год, но эта информация у вас появится. Что касается дистанционного обучения, значит, как было сказано, и как сказали в Министерстве высшего образования и науки, в том числе и в нашем вузе, мы предполагаем, с 1 сентября вернется традиционную форму обучения. Поэтому на данный момент информация, что мы все-таки вернемся на традиционное обучение. Значит, здравствуйте. Возможно же в этом году увеличится поступающих по целевому приему, но целевой прием нам устанавливает государство. Значит, те цифры, которые там уже есть, они есть, мы их уже менять не сможем. Что там было о конфиденциальности ваших данных? Это мы дальше идем. Значит,
как будет поступать с теми, кто дал уже согласие на зачисление на несколько направлений? Но насколько я знаю, чисто технически это невозможно. Но если все-таки вы подали и где-то проскочили, пожалуйста, вот когда вы заходите на наш сайт и у вас там есть это, когда нажимаете кнопку «Подать документы», в нижнем правом углу у вас выйдет кнопка зеленая «Задать вопрос». Вот туда подробно надо вам это написать, и если такое действительно произошло, хотя технически это не могло произойти, и опять же, возвращаясь к словесным факторам, вы подробно напишите, чтобы у вас не возникли проблемы, все вопросы решите дальше. Так, звука нету. Здравствуйте. Когда лучше подавать заявление о согласии на зачисление? Заявление о согласии на зачисление вы можете, по сути, подавать хоть сегодня. Опять же, на это не влияет. Главное, не позднее тех сроков, которые указаны на сайте. Так, все, да? Так, дальше. Да, пока у вас есть такая возможность, вы можете отказать и выбрать одно направление. Ну, я уже вам ответил на этот вопрос. Все-таки вам надо написать, вот, задать вопрос. Да, те места, которые есть, если места по целевому приему особой квоте не будут использованы, то эти места, будут ли они передаваться на общий конкурс, увеличится ли количество бюджетных мест? Да. И вакантные места, которые не будут использованы по квоте, по поступлению по квоте, они передаются на общий конкурс. Слышно? Нет, говорят, не слышно. Слышно. Скажи, увеличьте громкость. Так, звуки сейчас у вас есть? У себя громкость увеличьте. Скажу, увеличьте на своем компьютере громкость. У них же у нас есть. Увеличим? Да, здесь есть. Так, теперь слышно? Так. Так, здравствуйте. Так, сюда. Здравствуйте. Слышно теперь? Здравствуйте. Ребенок на 6-м месте по целевому приему. Можем ли мы пройти по квоте? Во-первых, надо смотреть, сколько мест по квоте целевого приема. И опять же, надо посмотреть, сколько человек будут подать. Еще это время есть, так ведь, да? Извините. Согласие на зачисление, которое имеет баллы выше, чем вас. Значит, если я подала только на бюджет, создав новую почту для подачи заявления коммерции, экзамены снова сдавать вступительные экзамены. Нет, вступительные экзамены повторно сдавать не надо, они сдаются один раз. Так, дальше. Так, что делать? Вот я видел был вопрос. Что делать, если я указала неправильный средний балл диплома? Как изменить? Средний балл диплома автоматически подсчитывается? Но опять же, автоматически подсчитывается, если там какие-то изменения. Опять же, вот я вам повторяю, когда нажимаете кнопку «Подать документы», документы подавать не надо. В нижней правой на экране возникнет плавающая кнопка «Задать вопрос». Вот туда надо указать с правильным баллом, обязательным указанием номера заявления. Дальше. На этот вопрос смотрите ли. Значит, тестирование. Как будет происходить тестирование в колледже? Значит, по творческом направлении, значит, в личном кабинете на ту почту, которую вы указали во время подачи документа, придет ссылка, придет логин. Уже пришла, так, когда в колледж это, и вы по этой ссылке заходите, и вам ответят. Значит, когда в рейтинге будет указано, что сдан оригинал аттестата. Еще раз повторяю, в рейтинге это не важно,
У кого оригинал или у кого копия, это не влияет. Главное, надо подать заявление о согласии на зачисление. Да, те сроки, которые указаны. По квоте 9 человек на солевой мы на 6-м месте, ну это очень хороший сам, в принципе. Подача документов единственная у нас до 18-го, так по ЕГЭ. И вот когда вот это произойдет, когда это пройдет, то по квоте 9 человек мы 6-е, но на данный момент, будем сказать, вы еще не проходит. Но опять же надо посмотреть, не то что вы на 9-м месте, а вот этот, вы на 6-м, 9, из 9 человек, которые вышло, сколько человек подали заявление о согласии на зачисление. Значит, здравствуйте, я подал согласие только по квоте, стоит ли на общий конкурс подавать, можно ли несколько направлений подать согласие. Согласие можно подавать только на одно направление. После того, если вы не пройдете по квоте целевого обучения, у вас будет возможность подавать согласие на зачисление на 1-м или на 2-м этапе по общему конкурсу. Будут ли какие-нибудь списки после зачисления? Я вопрос, конечно, не вкладывал, какие списки будут. Зачисление тех, кто поступил, будет в приказе. Дальше также остается у нас списки абитуриентов, подавших, рейтинги также остается. Опять же, те, кто желает, как я уже сказал, в указанные сроки может оплатить, заключить договор на платное обучение. Окончательные рейтинги будут формированы 19 августа. Заявление о согласии на зачисление, ребята, опять же, слайд я вам сказал, так предослать еще раз будет, значит, указанные вот эти сроки, получается, вот эти сроки. Ну, если вернемся, так, слайд. На 8-й ленте, скажу, появляться будет. Значит, по физической культуре точно так же, как сдавали другие экзамены, если вы сдавали экзамены, значит, сегодня, этот последний день, уже так, когда посмотрите на почту, которую вы указали, там есть ссылка, логин и пароль. Если вдруг нету, значит, посмотрите спам. Иногда бывает в спаме, так, когда если и там нету, быстренько позвоните, потому что время экзаменов начнется отчитываться только с момента вашего подключения. Про средний балл я ответил, так, да? Значит, оплачивать как будем? Сегодня только 100% ответа я вам не дам. И еще раз повторяю, что по этому вопросу мы отдельно с вами поговорим точно так же. Но пока мы склоняемся на том варианте, чтобы это можно делать в том числе и дистанционно. По поводу среднего балла диплома, который надо изменить, я ответил. Еще раз повторяю вопрос. Надо задать вопросы именно по плавающей кнопке, задать вопросы. Они вам ответят, если можно сделать. Ну, в том числе и за весь срок обучения тоже можно будет оплачивать. И вот как только будет зачисление на бюджетной основе, сразу же появится информация о коммерческом приеме. Да, проведем такую же конференцию. Да, очно-заочное обучение, все, кроме заочного обучения, очно-заочное обучение будет обеспечиваться общежитием. Да, у нас все студенты, очная и очно-заочная форма обучения, как бюджетники, в том числе и коммерческие студенты, обеспечивается общежитием. Значит, будет ли какое-то общее собрание после выхода приказа о зачислении перед началом учебного года? Да, традиционно мы это проводим. В этом году тоже такое собрание будет, но оно будет дистанционно. По поводу... Здравствуйте, сдает экзамены только кто принял заявку или все? Имеется в виду, какая заявка? Но если вы подали документы и еще не сдавали, если же вообще кто имеет право сдавать экзамены,
экзамены вузовские имеют право сдавать следующие категории абитуриентов. Я повторяюсь, это, учитывая то, что звука не было, как говорят, это инвалиды первой и второй группы, инвалиды детства, иностранные граждане, выпускники, имеющие среднее специальное образование, выпускники, имеющие высшее образование. И также на те направления, где по правилам приема есть творческие экзамены. Это направление факультета физической культуры, художественно-графического факультета, также направление подготовки коррекционной педагогики, логопедии по изучению. На ту почту или в личный кабинет вам придет ссылка, логин и пароль. Указанное время вы туда заходите и сдаете экзамены. Подождите. Можно ли на первом курсе оплатить стоимость обучения за первое полугодие полностью? Да, за первое полугодие можно оплатить, только частично. Значит, нужно ли писать какое-то заявление о предоставлении места в общежитии или достаточно было указать в личном кабинете? На данный момент достаточно было указать в личном кабинете необходимость общежития. Потом все это будет организовано. Еще раз повторяю, когда будет приказ о зачислении, вся информация о зачислении в общежитие будет представлена. Значит, представляется ли общежитие Уфимскому району? Насколько я знаю, к сожалению, Уфимскому району общежитие в Уфе и Уфимскому районе не предоставляется. Но если уже индивидуальный подход, вы можете написать заявление, в любом случае ваши заявления будут рассматриваться. А какое решение будет приниматься, к сожалению, конечно же, я вам сейчас не могу ответить. Так, все, да? Так, уважаемые ребята, вроде бы вопросы закончились. Я надеюсь, что сегодняшнее наше общение было продуктивным. Опять же, все ваши вопросы вы можете дальше продолжать задавать вопросы. На основных моментах мы остановились. Что касается коммерческого приема, мы еще раз с вами столкнемся. Ну и в завершение я хочу, конечно же, всем вам пожелать здоровья, это очень актуально в наше время. И, конечно же, чтобы вы, если называю жаргоном абитуриентов,